Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В 2025 году в Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха от собственников жилья поступило более 4,5 тысяч обращений. Это меньше, чем годом ранее, на 11%. Чем больше всего недовольны граждане и как потом все исправляется. Поговорим об этом с гостем студии Денисом Винокуровым, заместителем руководителя Управления государственного строительного и жилищного надзора в Республике Саха. Денис Альбертович, добрый день. Здравствуйте. Давайте, наверное, начнем с основных итогов работы управления в 2025. Чем запомнился год прошедший? В 2025 году Управлением государственного строительного и жилищного надзора проведено 2592 проверки, в том числе по видам контроля. Это у нас региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль за управляющими организациями. Было проведено 1542 проверки. По 693 проверкам были выявлены нарушения, выданы предписания, виновные лица привлечены к административной ответственности. За неисполнение выданных предписаний составлено 82 протокола об административных правонарушениях, которые переданы на рассмотрение в судебные органы. Здесь необходимо отметить, что с 1 января 2026 года были внесены изменения в законодательство о контрольно-надзорной деятельности. Теперь органы жилищного надзора вправе проводить проверки исполнения выданных предписаний без согласования с прокуратурой. Также решением лицензионной комиссии у нас по республике в отношении 26 управляющих организаций выданы лицензии на право управления многоквартирными домами. 6 соискателям лицензий было отказано в связи с тем, что у них имелись нарушения лицензионных требований. На данный момент у нас в республике действует 223 управляющих организаций с лицензиями на право осуществления управления многоквартирными домами. В рамках государственного строительного надзора проведено 1050 проверок. Строительным организациям было выдано 165 предписаний об устранении нарушений. По итогам проведенных проверок по 136 объектам выданы заключения о соответствии проекта, в том числе по 76 многоквартирным домам. Общая сумма наложенных управлением штрафных санкций составила 17,5 миллиона рублей. А на что чаще всего, как правило, жалуются собственники жилья? В истекшем году в адрес управления поступило 4568 обращений граждан. Здесь надо отметить, что 48% обращений к нам поступили через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ и его мобильное приложение госуслуги «Дом». Наибольшее число обращений, конечно же, к нам поступает от жителей города Якутска, что составляет 63% от всех обращений. Далее жалуются граждане Нерюнгринского района, Мирнинского района, Алданского и Ленского. Отмечается увеличение обращений граждан от жителей Амгинского, Алекминского и Хангаласского районов. Наиболее часто граждане жалуются по вопросам о ненадлежащем содержании общего имущества. Это примерно 44% всех обращений. Далее следуют вопросы о некачественном предоставлении коммунальных услуг. Это где-то 23%. И по вопросам о неправильном начислении платы за жилищные и коммунальные услуги. В зимний период сохраняется динамика увеличения обращений граждан по вопросам о содержании придомовых территорий. Это уборка придомовой территории. Придомовой территории, это уборка снега и наледи. Далее много вопросов к нам по части несоответствия температуры воздуха в жилых помещениях. В весенний и летний период увеличивается количество обращений по вопросам о ненадлежащем содержании кровли, чердачного помещения.
Ну, здесь надо также необходимо напомнить, что вот аналогичные анонимные обращения граждан, они не могут являться основанием для проведения проверки. Необходимо обязательное установление личности и факта проживания гражданина в жилом помещении, по которому он обращается. Ну, это понятно. Расскажите, вот с 1 января этого года у нас произошли изменения. Так, например, управляющие компании города Якутска, они теперь перешли к мэрии. Вот что это за передача полномочий такая? Что ждать от этого? Ну, в рамках реализации закона республики действительно отдельные государственные полномочия по жилищному надзору и лицензионному контролю за управляющими организациями переданы окружной администрации города Якутска. Эта инициатива обсуждалась давно, уже года 3. Законодательной инициативой выступил народный депутат республики Виктор Николаевич Федоров. Ранее глава города Якутска также высказывался о необходимости передачи данных полномочий. Администрация города объясняет необходимость в передаче данных полномочий необходимостью создания рычагов воздействия на управляющие организации, так как они непосредственно взаимодействуют с населением города. Данный закон был принят в октябре 2025 года в окончательном чтении и вступил в силу с 1 января 2026 года. Ну, что касается механизма передачи, то здесь управлением и окружной администрацией города Якутска проведены ряд организационных мероприятий. Так, в структуре окружной администрации создан отдел жилищного надзора и лицензионного контроля со штатной численностью в 6 специалистов. Здесь важно отметить, что для рассмотрения жалоб граждан по жилищным вопросам также будут и привлекаться другие структурные подразделения окружной администрации. Теперь у горожан появилась возможность, в случае, если их жилищные права нарушаются, напрямую обращаться в адрес окружной администрации города Якутска. Со своей стороны управление оказывает методическую помощь и консультирование вновь созданному подразделению, так как за нами остается текущий контроль за реализацией этих полномочий. А как в целом это скажется вообще на работе вашего управления? Ну, надо отметить, что мы напрямую взаимодействуем с вновь созданным отделом окружной администрации. Как я сказал, что текущий контроль по закону за реализацией этих полномочий остается у управления. И кроме того, в соответствии с административным законодательством, рассмотрение административных дел по вопросам о нарушении правил содержания общего имущества, по вопросам некачественного предоставления коммунальных услуг, если нарушаются лицензионные требования по управлению многоквартирными домами, рассмотрение самих административных дел остается за управлением. В этой связи действия и решения окружной администрации их должностных лиц должны быть законными, обоснованными. Результаты проверок должны быть объективными, а принимаемые решения соразмерны характеру нарушения. Одним словом, передача полномочий – это шаг к улучшению управления жилищным фондом в Якутске, чтобы более эффективно реагировать на жалобы жителей и повышать качество предоставляемых услуг. Денис Альбертович, еще хочу спросить вас о том, что вышел новый закон, предусматривающий, что все домовые чаты теперь обязаны находиться в мессенджере Макс. Скажите, учитывая такая законотворческая инициатива, если существует, сохранятся ли домовые чаты в других каких-то мессенджерах и социальных сетях? Ранее созданные домовые чаты в других мессенджерах, конечно же, никто закрывать не будет. Если они были созданы самими собственниками, они могут и дальше создавать там и общаться. Например, у меня в доме есть домовой чат в другом мессенджере, но и параллельно есть официальный домовой чат в национальном мессенджере, и это вполне эффективно. Федеральным законом от 29 декабря 2025 года были внесены изменения в жилищный кодекс. Теперь управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, РЭК-операторы обязаны взаимодействовать с собственниками
жилых домов и многоквартирных домов в многофункциональном сервисе обмена информацией. По нашей республике Минстроем России совместно с Минцифры были созданы более 3000 домовых чатов, которые на данный момент активно наполняются пользователями. По нашим данным, уже более 30 тысяч пользователей активно используют данный сервис в нашей республике. На портале госуслуг и в мобильном приложении госуслуги Дом приходят уведомления о том, что в вашем многоквартирном доме создан официальный домовой чат со ссылками для вступления. Рекомендуется для этого своевременно подключиться для участия в информировании и обсуждении вопросов, связанных с эксплуатацией многоквартирного дома. Таким образом, создание официального домового чата в национальном мессенджере, оно является дополнительным инструментом для взаимодействия как самих собственников между собой, так и с управляющей организацией. Еще один закон ввел стандарты отчетности управляющих компаний. Что это такое, как теперь будем жить и получать квитанции? Ранее у управляющих организаций не было единой формы отчетности. Существовала обязанность ежегодно в первом квартале текущего года отчитываться о проделанной работе путем размещения отчета в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. С 1 марта 2026 года также вступают в силу изменения жилищного законодательства. Теперь Минстроем России утверждена единая форма отчетности для управляющих организаций и ТСЖ. Отчитываться о проделанной работе управляющие организации будут уже с первого квартала текущего года. Как и прежде, отчет они должны будут размещать в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Ну что ж, стало более-менее понятно. Денис Альбертович, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились важной и нужной информацией. По возможности приходите к нам еще. Спасибо за приглашение. До свидания. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.